Добрый день, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Приехала я на шиномонтаж и хочу переобувать свою Калиночку, машину. Снимаем зимнюю обувь, одеваем летнюю. Оставляю машину. И должны мне поменять колеса и проверять клапаны. Все некогда было. Все ездию. Мне с осени еще сказал этот мастер. Давно спрашивает, когда последний раз регулировали клапана. Я говорю, я и не помню. По-моему, и не регулировали никогда. Уже 10 лет прошло. И вот пора уже поменять. Он все сделает. Я его подождала где-то около часа, потому что он обедать уехал. Я живу недалеко, где-то полкилометра отсюда. Оставила телефон. Как только все сделает, он мне позвонит. Подсказала ему замечания, какие у меня. Загорелся у меня на панели желтый значок. Значок — это значит что-то не то, что пора заехать в автосервис и проверять. Снега еще тут немножко есть, но вообще уже все везде высохло. Здесь у нас РЭС Стерлибашевский. Вон там спортивно-оздоровительный комплекс. Сейчас пройду через дорогу. И моя улица. Конечно, давно надо было мне приехать и показать машину. Что-то я упустила. Ну ладно. Вот здесь делают у нас пластиковые окна. Когда я меняла окна свои, я обратилась к нему, Рафаэлю. Молоденький парень. Вот у него строения какие хорошие. Молодец, старательный. Сам работает. Уже не знаю, больше 15 лет, наверное. И дает работу работникам. Вот какой у него дом красивый. Старательный мальчик. Это наша улица. Матросова. Я дошла до дома. У нас все тут почти все растаяло. Надо здесь убираться начинать. Еще пару дней все подсохнет. Конечно, вот здесь немножко есть снег. Ну, а мы больно и не раскидываем отсюда, потому что здесь будут цветы расти. Влага держится здесь.
Здесь не очень-то солнечно, поэтому долго тает. Вот как быстро растут нарциссы. Тоже, по-моему, здесь уже можно убираться, перекопать. Здесь тоже чуть-чуть снег остался. Скоро растает, конечно. Вроде я вам недавно только показала еще. Снега было здесь много. Пока ходить не будем здесь. Пусть подсохнет, а то трамбуется земля. В прошлом году здесь у меня укроп рос здесь и немножко петрушка. Я осенью сюда тоже немножко посадила чеснок. Вот мои рассады. Конечно, они пока маленькие, но я думаю, они вырастут. Мне скоро придется пересадить их в теплицу. И там они вырастут. Потом их посажу в грунт. Персики у меня медленно растут. Но еще сажать их рано. Наверное, вырастут. А вот мои петунии. Скоро их прищипывать надо будет. Их очень много у меня. И здесь подоконники рассады. Вот еще у меня петуния. Пока этих я не пикировала. Их очень много, конечно, но надо срочно заниматься с этими петуниями. Помните, я прищипывала сальвию, как мне подсказала Роза. Посмотрите, какая красота. Посмотрите, вот здесь отростки появились. Листочки стали крупными. Вот они. Пока где-то вот так. А вот мой портулак. Некоторые принялись, некоторые нет. Но мне этих хватит. Несколько штук. Хочу немножко поработать. Пикировать саженцы свои. Вот сколько у меня еще работы. Я бы, конечно, с кем-нибудь поделилась бы. Но пока никто не обращается. Хочу немножко пересадить, пока есть время. Вот здесь немножко я посадила сальвию. Вот тоже они у меня уже
растут, нормально растут. Но, конечно, зашли не все. Но мне этих хватит. Разные цветочки. Не знаешь, куда их сажать. Где у меня они не появились, хочу я туда посадить петунию. Хоть немножко да убавится. Работы, конечно, начнутся скоро. Я даже довольна огородными делами заниматься. Мне это очень нравится. Меня это успокаивает. Лишь бы было здоровье, все дела можно сделать. Потихоньку. Я тоже советуюсь с Розой. Она мне дает советы. Я и у вас спрашиваю советы. Вы мне подсказываете. Спасибо вам большое. Поливаю я вот так. Лейка у меня отдыхает. Что-то с лейками я не хочу маленьких саженцев поливать. Я потихоньку вот с такой кружкой каждый цветок поливаю. Как только солнышко уходит, я начинаю их поливать. Очень удобно мне с этой кружкой поливать, пока саженцы маленькие. Они не мнутся. Видно, что я полила, что не полила. Все время вот так поливаю. Когда, конечно, как иголки маленькие были саженцы, портулак, например, петунии, я их из кружки не поливала, я их пульверизатором поливала. Конечно, хочется их на улице уже посадить, высадить на улицу. Времени много надо будет, когда посажу. Ребятишки мне помогут. Я в этом году поздно посадила помидоров, и поэтому я очень рада, что они у меня пока низкорослые. Трудно, когда высокорослые. Их надо перегибать, когда сажаешь. В первую очередь я, конечно, сажаю в теплицу. Потом высаживаю в грунт. Что-то у меня телефон то отключает, то включает, что-то не то. Не знаю, связью что-то не то, не знаю, с телефоном моим не то. Вы, конечно, меня извините, мои хорошие. Ну, что хочу сказать еще. Саженцы растут потихоньку. Я их посадила в начале марта, поэтому они у меня низкорослые. Но у меня томатов в этом году очень много. Ну, конечно, хочется мне сажать много. Нам очень понравились в прошлом году томаты в собственном соку. Мои дети ели на ура. И мне хочется делать томатного сока. Мои дети обожают. Если, конечно, все вырастет. Я надеюсь, в этом году у нас будет урожай хороший. Столько снега было, и потихоньку снег растаял, нигде ничего не затопило. Вот в нашем районе я не слышу и не вижу, чтобы где-то что-то затопило. Раньше у нас в соседней деревне, там всегда трактора что-то делали, ямы рыли, чтобы внутри деревни не было воды много. Как пруд, там всегда вода собиралась весной. В прошлом году, конечно,
засуха у нас была, но все равно хоть какой-нибудь там и урожай могли получать. Земля не замерзла, поэтому в этом году снега хотя много было, но потихоньку снег таял, и вода впитывалась. Земля у нас влажная. Поэтому, думаю, в этом году будет хороший урожай. И надеюсь, будет все у всех хорошо. Мои хорошие, я вам всегда говорю, и говорю еще раз, чтобы вы подписались на Дзен. Ссылку я оставлю в комментарии под видео и закреплю. Я, конечно, не могу сказать, что YouTube закроют, хотя монетизацию отключили. Я продолжаю с вами общаться. Мне это очень интересно. Мне только радостно. Один ролик, да, в неделю я могу снимать, общаться с вами, показать, что у меня, и считать, что у вас. Меня, конечно, это радует. Самое главное, пусть хотя монетизацию отключили, все равно пусть будет на земле мир. Я вот этого желаю, чтобы все были счастливы, здоровы. Поэтому давайте подпишитесь на всякий случай на Дзен и Телеграмму. Я вам оставлю ссылку. И ставьте, пожалуйста, лайки, чтобы я знала, что вы смотрите, мои хорошие. Ну, на этом я свой ролик заканчиваю. Всем желаю здоровья, удачи, семейного благополучия и мирного неба над головой. Всем пока-пока, до следующих встреч.